Экономическая нецелесообразность и невозможность ремонта здания. По этим причинам в селе Якакут Алданского района закрыли клуб и библиотеку. Как отмечают жители, в селе без культурной жизни стало совсем скучно. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Супруги Корякины – старожилы Якакута. Здесь повзрослели их сын и дочь. Теперь подрастает внук. Артемке Наталья посвящает все свободное время. Пару лет назад она вышла на пенсию. Ушла не по собственному желанию, а в связи с закрытием клуба, в котором она занимала единственную должность – директора. С ноября месяца работала в тубольнице кладовщиком. Ввиду того, что дочь студентка 3-го курса медучилища, внуку 3,5, в поселке нет садика. Она ездит каждое утро, вот сижу с внуком. Дискотеки, сельские сходы и собрания – все важные мероприятия проходили в бывшем Процнабе, где последние 15 лет располагался клуб. Уют в залах Наталья Геннадьевна создавала своими руками. Украсить большой зал помогала дочь. В 2017-м клуб был закрыт. Ремонтировать аварийное здание, балансовая принадлежность которого к тому же не определена, смысла не было. Ну, конечно, и клуб-библиотека, нас пусть мало здесь, очень мало народу, но 5-6 человек всегда собирались. А люди без праздников остались совсем. Жизнь замерла в поселке. Вместе с клубом была ликвидирована и библиотека Якакута. Людмила Кузнецова много лет заведовала сельской читальней. Литература и периодика пользовались у якакутцев востребованностью и интересом. Фонд библиотеки был богатым. Ну, был нормальный фонд. Хватало, на нас хватало. Книжки новые поступали постоянно. Книжный фонд Якакута был передан в библиотеку соседнего поселка. Ветхие списанные книги разобрали жители. С ликвидацией клуба и читальни бытие каждого человека оказалось ограничено стенами дома. Людмила Ивановна скоро уедет из села. На выделенные из местного бюджета деньги она купила квартиру в Нижнем Куранахе. Житейские перемены особой радости не вызывают. Как-то неправильно получилось, что кто-то остается, кто-то уехал. Я понимаю, когда раз все выехали, да? Всем дали все это. А так вот как-то не очень. И маленько тоскливый поселок, жалко. Помимо туберкулезной больницы, клуб и библиотека были последними организациями, действовавшими в селе. Предприятия, магазины, школа, садик и фельдшерско-акушерский пункт закрылись давно. Скоро Якакут покинут последние 17 семей. Они будут переселены в соседние поселки. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Якакут.